Разбитые дороги, грязь и лужи. Замена газовых сетей Сунжи у жителей города вызывает двоякие чувства. С одной стороны, ветхие изношенные газопроводы уже исчерпали свой ресурс и нуждались в ремонте. С другой же, строительные работы приносят массу неудобств. Улица Ленина – одна из центральных вселений. Здесь расположены отделения районного социального фонда и другие важные объекты. Но вместо асфальтированной дороги после замены труб жители города получили вот это. Hans شوان ماشي نلاش ناخا فخلون جنيسلو. يلقي خذوا يخها وحاول شنشوتها. قاعد بدي مستعد. الشغل أول الشغل جوات حقوقه. ماشي عشية تريدوه ده ناقش كان لشتنا بالخلناها. ماشي أنت عتكت قاعد إزبجات دي أباريش خل. تسقش ديت. هلا تهوى فيش خودا. بالبؤس. На соседней улице работы по замене газопроводных сетей уже завершены. На артерии выровняли все неровности и уложили асфальт. И, казалось, вопрос исчерпан. Но появилась другая проблема. Следом работники строительной компании начали установку коверов. Это специальные сооружения, которые обеспечивают доступ к сервисным и управляющим компонентам подземной коммуникации. Коверы установили, засыпали землей, утрамбовали и уложили асфальт. Но через какой-то период грунт просел, а вместе с ним и дорожное полотно. Нужно снова ремонтировать. Вот эти установленные коверы, мелкие нарушения и крупные нарушения, которые проведены в результате этих прокладок, они будут ремонтироваться одновременно. Поэтому через 2-3 дня у нас начинается, например, восстановительные работы по улице Моздокская. То же самое, такая же ситуация и там. Проседание грунта – одна из проблем городской мэрии. Ладно, если не глубоко, ямы еще можно проехать. Но что делать в других случаях? Стать настоящим ночным кошмаром для автолюбителей претендует этот участок улицы. Здесь дорога просела почти на 30 сантиметров. И единственное предупреждение для водителей – 2 красных пакета. Заметил – повезло, а если нет – прощай, подвеска. Таких крупных просадок в городе мы больше не заметили, но мелкие сплошь и рядом. Автолюбители должны объезжать такие участки, чтобы избежать поломки авто. Иной раз просевшие траншеи идут вдоль всей улицы, и миновать их в принципе невозможно. Представители строительной компании и местной администрации заверяют, все глубокие просадки оперативно засыпают. Я не могу подтвердить 20-30 сантиметров проседания. Да, я согласен, 5-10 сантиметров где-то есть проседание. Вот я буквально на этой неделе получал фотографии с данного района. Я не видел, не могу подтвердить, что такие большие просадки есть. Но мы, в свою очередь, раз вы нам такую информацию даете, что где-то это, мы еще раз повторно контроль этот проведем. Если где-то есть такие критичные моменты, мы обязательно подцепим до того, как мы асфальтировать будем. Еще одна тема, которая требует разъяснения – это взаимодействие городской администрации и строительной компании. Дело в том, что несколько улиц начали ремонтировать как раз после того, как уложили новое покрытие. Непонятно, почему не согласовали сроки строительства. Ремонт придется из-за этого делать дважды. В такой ситуации невольно вспоминается выступление Евгения Петросяна. Положили асфальт, значит, скоро будет ремонт труб. Труба есть, газа нет. Дорога есть, асфальта нет. Да, эта проблема у нас есть. Дело в том, что администрация, когда закладывает на ремонт дорог, на прокладку асфальта и так далее, мы закладываем на будущий год, да? На то время, на тот момент у нас не бывает готового проекта от «Стройгазкомплект», потому что данный проектная организация занимается в городе Питер, и мы узнаем по факту, когда на согласование приносят. Мы заранее стараемся, конечно, с ними обговаривать вопрос, планируете ли вы на данной улице, на тех улицах, которых у нас запланированы работы на следующий год. То есть эта информация зачастую не бывает. Поэтому мы на прямой связи, конечно, с теми, кто в Питере занимается разработкой. Но такие ситуации у нас бывают. Например, улица Моздокская. Мы начали там восстановительные работы, часть улицы проложили асфальт, и следом пришел их контракт. Вот такая ситуация у нас и по улице Комсомольская. На сегодня, по данным местной администрации, выполнено более 90% запланированных работ по прокладке сетей. Строители проложили почти 20 километров газопровода из необходимых 23. Если опираться на слова застройщика, все последующие работы планируется завершить в начале следующего года. Мы поэтапно завершаем эти объекты. В большей степени они все закончены. Там остались буквально единицы, которые будут закончены
в ближайший месяц. Запланировано в первую очередь Моздовскую улицу восстановить улицу Киева, затем Ленина, Колхозная и так далее. На некоторых улицах предусмотрено восстановление на всю ширину покрытия. На некоторых улицах у нас восстановлено на ширину траншеи. Вот, исходя из этих проектных решений, которые были нам выданы, мы будем восстанавливать. Предварительно мы обговорили сроки до конца первого квартала следующего года. Мы закроем все эти вопросы по восстановлению дорожных покрытий в городе Сумы. Замена ветхих газопроводных сетей проводится в различных районах республики. В Назрани, например, по Чеченской все работы уже проведены. На небольшом участке строительная компания установила около 15 коверов. У мэрии к качеству проведенных работ претензий нет. Муслим Ганиев, Султан Магушков. Новости 24.